В Симферополе и окрестных селах утром 30 апреля прошли обыски в домах крымско-татарских активистов. Один человек был ненадолго задержан. Что искали российские силовики в домах крымских татар? Чем осмотры отличаются от обысков? И поможет ли обращение украинских депутатов в Совет Европы по поводу случившегося? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте. Прямой эфир. В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 как на материке, так и в Крыму, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Итак, под Симферополем российские силовики утром 30 апреля провели осмотры в домах крымских татар, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». И после этих осмотров, в том числе и проведенных в Симферополе, был задержан один человек, Ролан Османов, крымский активист. И вот сейчас, как раз в эту минуту, он с нами на связи. Ролан, здравствуйте. Доброе утро. Итак, Крымская солидарность сообщает, что у вас прошел обыск, вас даже ненадолго задержали. Если можете, расскажите нам, пожалуйста, зачем приходили российские силовики, говорили ли вам, что они конкретно ищут, чего-нибудь от вас требовали, вели ли они себя корректно? Ну, смотрите, в 6 часов утра ко мне в дом ворвались силовики. У меня частный дом, уличные ворота они перелезли, открыли изнутри. Дверь в дом была не заперта, к сожалению, банально забыл закрыть. Ворвались в дом силовики. В дом зашли человек 8, наверное, в масках, с автоматами, в камуфляжной одежде. Прочитали мне постановление суда, по которому у меня искали наркотики. В постановлении было написано, что у меня будет проводиться осмотр или обследование. Но на самом деле у меня проводился самый настоящий обыск. То есть они ковыряли вещи лично в присутствии свидетелей. Вели себя, скажу так, не сильно жестко. То есть было видно по ним, что они пришли не для того, чтобы что-то найти, пришли для того, чтобы меня предостеречь от активностей в Крыму. Можете ли вы предположить, с чем конкретно связан их визит? Участвовали ли вы в последнее время в какой-нибудь более-менее заметной акции? Я последнее при задержаниях последних крупных задержаниях 23 наших крымских татар в Крыму я активно стримил эти события, и я думаю, что это с этим связано. Крымская солидарность передает слова вашего адвоката о том, что вам до 5 мая рекомендовали оставаться на связи и ожидать результатов анализа на наркотики. Так ли это? И связывались ли уже там с вами сегодня, да, к 3 мая, ко 2 мая связывались ли с вами представители российских силовиков? Эта информация немножко ошибочная. Меня лично не задерживали. У меня ничего не нашли. У нас было в селе... Вообще в этот день было 3 обыска. 2 было аналогичных моему. То есть пришли ничего не найти, просто показать свое присутствие, передать привет. А на 3-м обыске, по моей информации, там что-то было подкинуто. Ну, пока я не готов комментировать эту ситуацию. Ко мне никаких претензий у силовиков не было.
Что ж, тогда пожелаем вам терпения и немножко удачи, и обязательно свяжемся с вами, когда эта ситуация будет иметь свое продолжение. Большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Ролан Османов, крымский активист, у которого накануне российские силовики провели осмотр. А с нами на связи другой крымско-татарский активист, один из лидеров, это Нариман Джилял. Нариман, здравствуйте. Доброе утро. Итак, три осмотра, как это называют российские силовики, это не 23 задержания в один день, но и случайностью это тоже назвать довольно трудно. Вы, как человек, побывавший на месте, можете ли вы поделиться с нами соображениями, зачем приходили, или, может быть, почему приходили, что искали? И вот Ролан Османов говорит, что слышал, что у кого-то что-то нашли. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть эту информацию? Да, действительно, Ролан сумел сообщить мне лично о том, что к нему приехали гости. Мы живем не так далеко друг от друга, и мне удалось буквально первым приехать и начать фиксировать происходящее на видеокамеру телефона. К каждому из того, кто в тот день проходили обследование или обыски, там это не важно, в принципе, как квалифицируется, потому что по форме такое внешне это походило на обычный обыск. Приехал микроавтобус с сотрудниками, со следователем и так далее, и целый автозак, полный представителями там уже какого-то спецподразделения, в полной амуниции, автоматами там и так далее. Я подъехал к дому Ролана и смог зафиксировать на видео. Это видно, что сотрудники вот в амуниции с закрытыми лицами бродят по двору. Они могут, соответственно, что-то подкинуть, что-то там увидеть. Если не найти в этот раз, то найти в следующий раз что-нибудь и так далее, и так далее. Потом стали подтягиваться люди, и мы смогли поехать и по второму адресу, для Веры Бекирову, а уже после двух этих обысков мы уже позже узнали, что в городе Симферополе у сына для Веры Бекирова Руслана также проходил обыск, примерно в аналогичной форме, где сотрудники, не постучавшись, там, не уведомив людей, не разбудив их надлежащим образом, проникли в помещение. Вот у Руслана, например, зашли в гараж, где якобы что-то там обнаружили, какие-то бумаги, неподобающие с точки зрения полиции, содержания там и так далее, и так далее. И если для Верага и у Ролана ничего не нашли, то при этом, по словам супруги, Ролан, он, возможно, это рассказывал, они вели себя достаточно, таким хамским образом, делая такие заявления, что мы ничего вам подбрасывать не будем, потому что нам указания подобного не поступало, или мы сегодня к вам будем лояльны, так что не напрягайтесь, мы вас задерживать не будем. То есть они показывали свое превосходство, свою власть над ситуацией и так далее, на что Ролан, человек, в принципе, достаточно смелый, говорил, что мне не нужна ваша лояльность, а, пожалуйста, ведите себя просто по закону. И для меня это будет достаточно и так далее. Любой, кто знает этих людей, вам спокойно скажет, что ни к наркотикам, ни к оружию, ни к каким-то запрещенным действиям эти люди отношения не имеют. Это активисты, которые в сложившейся ситуации, имея четкую политическую позицию, стараются вести общественную деятельность, поддерживать преследуемых, посещать суды, участвовать в различных акциях и так далее. Но вы прекрасно знаете, что в Крыму даже за такие действия, которые не выходят за рамки того же российского законодательства, люди преследуются. И вчерашние события на 1 мая в России это продемонстрировали в очередной раз. То же самое, что власть не мирится даже с малейшими проявлениями несогласия и так далее. Поэтому мы расцениваем это как очередную демонстрацию того, что за нами смотрят, нас отслеживают. И Ролан правильно сказал, передают привет. И на самом деле это и моменты опять запугивания людей, что их это может остановить и
чтобы они воздержались от каких-либо там действий и так далее. Особенно напрягает власти и то, что в сентябре месяце в Крыму будут проводиться местные выборы. Вот, и люди зачастую говорят о том, чтобы не участвовать в них. Я имею в виду активисты национального движения, так как это есть участие вот в таком политическом процессе и так далее. И вы знаете, что мы все предыдущие разы призывали официально крымских татар и всех жителей Крыма не принимать участие в таких выборах. И я думаю, вот это напряжение, оно будет нарастать, и подобные случаи будут продолжаться. Ролан известен участием в различных политических акциях. Он ведет себя достаточно открыто, ведет съемки на местах обысков. И я думаю, интерес к нему, он уже давний. Такие маленькие приветы ему передавали. Вот. Для Веры Габекиров живет с ним в одном селе, они вместе, и я, и многие мои друзья, мы вместе ездим по Крыму, общаемся с соотечественниками. Поэтому это привет, наверное, всем нам. Вот. И хорошо, что в этот раз пока закончилось все достаточно так безрезультативно. А у меня к вам такой будет вопрос. Есть ли что-нибудь, на ваш взгляд, что связывает вот 3 активистов, кроме того, что 2 соседей, а один сын одного из активистов? Может быть, какое-нибудь общее участие в акции протеста под Бахчисараем или под судом в Симферополе? Или это просто, вот так вот совпало? Вы знаете, у нас, к сожалению, пока только есть догадки. Я не верю в совпадение, потому что это не похоже на то. Я не помню, чтобы для Вербекиров и Ролан Османов участвовали в каких-то акциях вместе, хотя они часто вместе бывают, на каких-то встречах, там, обсуждениях, решении вопросов вот своего села, там, проведения каких-то мероприятий в селе, к праздникам или каким-то траурным датам, это да. Но таких политических я особо не помню. Но более того, сын Дилавера Бекирова Руслана, у которого как раз и возникли определенные вопросы, он политически как бы не публично не активный человек. Он занимается там каким-то своим бизнесом и так далее, но именно к нему как бы решили проявить определенный интерес силовики. Я думаю, и мы не первый раз с этим сталкиваемся, когда не наиболее публичных людей, да, задевает полиция, а людей как бы из окружения такого. Мне кажется, что полиция в данном случае через сына пытается оказать давление на отца и на друга детства. Ролан друг детства Руслана и знаком с ним, в принципе, они все из одного села, просто сейчас он живет в Симферополе. И мне кажется, вот такая более хитрая сделана ситуация, потому что оказывать непосредственно давление на гражданских активистов с точки зрения информационной, международной такое, это для российской власти сегодня невыгодно, потому что, объяснять это все очень сложно. Реакция украинского МИДа, у журналистского сообщества, международного сообщества, она бывает достаточно быстрой на подобные вещи. И Россия, видимо, за 5 лет научилась, что оказывать прямое давление на активистов гражданских не самая лучшая для нее ситуация. Поэтому будут вот таким обходным путем действовать, через родных, увольняя близких людей там, или оказывая давление на бизнес каких-то партнеров и так далее. Таких ситуаций в Крыму очень много, когда угрожают не непосредственно какому-то активному человеку, а кому-то из его ближайшего окружения. Что ж, близких, да. Огромное вам спасибо за ваш развернутый комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Нариман Джилял, крымско-татарский активист, один из лидеров национального движения. А с нами на связи Ленура Янгулатова, крымский юрист и правозащитник. Ленура, здравствуйте. Да, доброе утро. Итак, по сообщениям из Крыма, 30 апреля произошли не обыски, а осмотры, несмотря на то, что внешне там и люди с автоматами, и автозаки наличествовали. Вот можете вы буквально там в 2 словах разъяснить, в чем разница между осмотрами и обысками, и действительно ли там российские силовики имели право делать то, что они делали?
В принципе, право нанести визит в жилище в рамках обследования со стороны правоохранительных органов предусмотрено федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности. Так проверяющие могут проводить до 15 оперативно-розыскных мероприятий, в том числе обследование помещений. А вот с обыском могут прийти только в рамках возбужденного уголовного дела согласно Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Обыск производится на основании постановления следователя либо на основании судебного решения. При производстве обыска могут скрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. Во всяком случае, изымаются в такой ситуации предметы, документы, которые потом предъявляются понятым и другим лицам, которые присутствовали на обыске. При обыске участвует лицо, совершеннолетние члены его семьи при наличии. Может участвовать защитник, адвокат. При производстве обыска составляется обязательно протокол. В протоколе указывается место и проведения, обстоятельства обнаружения предмета. Все изымаемые предметы, как я уже говорила, перечисляются с точным указанием их количества, мера, веса, признаков по возможности стоимости. И такой протокол вручается копия лицу, в помещении которого был произведен обыск. Для организации судебной защиты своих прав от незаконного вторжения в жилище важно знать, что обследование жилища, мы уже говорим, должно проводиться без принуждения граждан, в отношении которых оно осуществляется, и только с их согласием. То есть если обыск – это принудительная мера процессуального характера, а вот уже здесь обследование жилища – это по разрешению, с разрешения гражданина, в жилище которого проводится данное мероприятие. При проведении обследования жилища не допускается фактически проведение обыска. То есть осуществление каких-либо принудительных, вопреки согласию владельцев, действий по отысканию и изъятию предметов и документов запрещается. В Крыму, видимо, по всей вероятности, в России практикуется, к сожалению, такая действительность, что очень часто обследование является на самом деле фактически обыском. Даже в тех событиях 30 апреля, которые имели место быть, как-то должностное лицо правоохранительных органов при обследовании обратился к понятым и пригласил их совершить все-таки обыск со слов одного из обыскиваемых лица. Без согласия владельца жилища может быть произведено обследование только лишь поверхностно предметов, которые находятся в жилище. Поиск документов внутри шкафов и письменных столов, даже не запертых, без согласия владельца в жилище недопустимо, так как в таком случае обследование обретает, как я уже говорила, характер именно обыска. Мы рекомендуем при проведении обследования жилища не допускать осуществления каких-либо принудительных, вопреки возражению владельцев, действий по отысканию изъятия предметов, например, вскрытие полов, стен жилища, замков в шкафах, письменных или кухонных столов, сейфов. Обследование, конечно, должно производиться исключительно в дневное время с 6 до 10 часов вечера по местному времени с привлечением специалистов, а также понятых. Если в ходе обследования изымается имущество, то по результатам сотрудники составляют соответствующий протокол, в том числе, как и при обыске, только немножко в иной форме. И в случае, если дверь жилища добровольно мы не открываем, то в нарушении наших прав ее могут вскрыть принудительно. В этом случае обязательно необходимо требовать фиксации данного факта в документе, которым будет оформлен последующее расследование, результат обследования. А в случае отказа сделать соответствующую запись при ознакомлении с его содержанием. Рекомендуем до проникновения в жилище соответствующих лиц сообщить о проведении обследования по телефону или другим средствам связи своему адвокату. Просите несовершеннолетних членов семьи срочно прибыть к месту проживания, а также обеспечить юридическую помощь адвокату.
Если в жилище проникли внезапно, например, через открытую в него входную дверь, тоже необходимо требовать предоставления вам возможности осуществить звонок членам семьи, самому адвокату по телефону, либо изыскать иные способы уведомить о проведении обследования. Ну, как я уже говорила, это обязательная фиксация моментов проникновения в жилище с помощью видеозаписи на мобильный телефон или другие технические средства. Хотя могут этот момент достаточно грубо запретить. Имеют право запретить видеофиксацию. Это вот очень важно. Да. Ну и, конечно же, необходимо в заявлении озвучивать предоставление возможности осуществлять видеозапись обследования, даже если его запретили. До начала обследования должны быть предъявлены служебное удостоверение всеми должностными лицами, которые осуществляют обследование или участвуют в нем, находятся непосредственно в жилище. Оригинал постановления суда о разрешении обследования жилища, а также распоряжение начальника оперативного подразделения, в котором должно быть указано лицо, которое проводит обследование вашего жилища, должно быть предъявлено человеку, у которого проводятся соответствующие мероприятия. А если отказываются предъявить служебное удостоверение, необходимо позвонить в полицию, сообщить о противоправном проникновении в ваше жилище неизвестными лицами, потому что не предъявили постановление либо же документ. Ну и требуйте обязательно прибытия к месту проведения следственной дежурной группы полиции. Вследствие непредъявления указанного распоряжения, да, как мы уже говорили, а также мы рекомендуем обратиться в дежурную часть прокуратуры и сообщить о противоправном проникновении в жилище сотрудников полиции ФСБ Российской Федерации. Что ж, большое вам спасибо, Ленура, за исключительно обстоятельный рассказ. Надеемся, что нашим слушателям в самое ближайшее время не понадобится прибегать к такого рода знаниям. Это была Ленура Янгулатова, крымский юрист и правозащитник, о том, чем обыск отличается от осмотра и что делать в случае, если к вам с обыском пришли. Я напомню для наших слушателей, что 30 апреля утром в Симферополе и 2 селах под ним были проведены осмотры в домах крымских татар Алана Османова и Делявера Бекирова, а сына Делявера Бекирова Руслана задержали и позже отпустили, взяв у него образцы крови для анализа на содержание наркотиков. И до 5 мая обещали разобраться с этой ситуацией, с тем, что, как, пока ему рекомендовали не покидать Симферополь, оставаться на связи с российскими силовиками. Киев уже готовит обращение в Совет Европы, и страны-члены этой организации после новых обысков российскими силовиками об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины и председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев. Новая волна репрессий против крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активистов. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и страны-члены организации, написал Арьев. Дорогие радиослушатели, мы обязательно будем продолжать следить за этой темой, и если у нас появится новая информация, мы, конечно же, сразу ее с вами сообщим. Пока же ни в коем случае не переключайтесь. У микрофона для вас работал Сергей Громенко, и после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.